Альхамдулиллах, вассаляту вассаляму аля расулиллах. Ребята, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Продолжаем наши уроки, продолжаем готовиться к конкурсу по суре Аль-Фатиха. Мы изучаем 4-й аят из этой великой суры, и это великий аят. Это великий аят. На прошлом уроке мы говорили про первую часть аята, где Всевышний сказал «Ияка на'буду», научил нас говорить «Только тебе одному мы поклоняемся и больше никому не поклоняемся». А сегодня вторая часть «Ва ияка настагин». И сура Аль-Фатиха, она поделена на две части. Как об этом, иншаллах, мы еще будем упоминать на последних уроках хадисы про это. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил своим сподвижникам, они донесли до нас то, что Аллах, субханаху ва тааля, сказал. Он поделил эту суру между собой и его рабом. Всевышний поделил эту суру между собой и его рабом. Кто раб Аллаха? Это мы. Рабы Аллаха – это мы. Первая половина для Аллаха, субханаху ва тааля, а вторая половина для кого? Вторая половина для раба Аллаха. И сура состоит из 7 аятов. Мы смотрим, и в первых 3 аятах мы восхваляем, мы возвеличиваем Аллаха, субханаху ва тааля. Половина суры для Аллаха. А последние 3 аята, если мы прочитаем, то увидим то, что мы там просим за себя. Мы делаем дуа за себя. Просим самое-самое важное. А аят, который мы продолжаем изучать, этот 4-й аят, он находится в самой середине суры. Он делит суру пополам. И этот аят тоже делится на 2 части. И это особенный аят. Это великий аят. Сура Аль-Фатиха, у нее несколько имен, у нее несколько названий. И одно из названий, одно из имен, это Уммуль Кур'ан, то есть мать Кур'ана, или Уммуль Китаб, мать Писания. Сейчас скажем, что это означает. В арабском языке такое выражение означает, вот эта вот сура, она Уммуль, мама, но не в том смысле мама, да, как у нас, нет. В том смысле, то, что эта сура содержит в себе весь смысл этого Корана. Весь смысл этого Аль-Кур'ан эта сура содержит в себе. И этот аят, который мы сегодня изучаем, этот аят ученые называют секретом суры Аль-Фатиха. То есть этот аят, он в себе содержит смыслы, самый главный, основной смысл суры Аль-Фатиха. Получается как? Аль-Фатиха содержит в себе смысл всего Корана. То есть Аль-Фатиха объясняет коротко весь Коран. А этот аят объясняет коротко суру Аль-Фатиха. Получается, этот аят объясняет всю нашу религию. Этот аят объясняет нам, для чего мы живем, как мы должны жить. Про это говорится в данном аяте. И аят, мы сказали, тоже, его можно поделить на 2 части. Первая часть, мы про нее говорили на прошлом уроке. «Ияка на'буду», только тебе одному, о Аллах, мы служим, поклоняемся, подчиняемся, делаем то, что ты приказал, оставляем то, что ты запретил, надеемся на твою награду, на твою милость. И это все поклонение. Это все поклонение. То есть все поклонение только тебе, о Аллах, только ради тебя, о Аллах, субханаху ва тааля. А во второй части мы говорим: и у тебя просим помощи. И у тебя просим помощи. И опять смотрите. Ияка, у тебя, оно стоит в начале. Мы не говорим настагинука, просим помощи у тебя. На самом деле мы говорим: только у тебя мы просим помощи. Ияка, только у тебя, настагин, мы просим помощи. Только у тебя мы просим помощи и больше ни у кого не просим. Только к тебе обращены все наши дуа, все наши молитвы, и больше никому не обращены. Только ты, о Аллах, принимаешь наши дуа, принимаешь наши молитвы, и больше никто не принимает.
Еще, ребята, несколько выводов из данного аята, несколько очень важных выводов. Первое – это права нашего Господа, Аллаха Субханаху ва Тааля, оно выше, чем наши права. Чем наши права. Смотрите, в аяте сказано, что сначала поклонение одному Аллаху, сначала служение одному Аллаху, а потом уже просьба помощи для себя. Много людей, к сожалению, очень много людей, они просят у Аллаха: дай мне это, дай мне то. Когда им что-то надо, когда они что-то хотят, они просят. Когда они оказываются в трудном положении, они взывают к Аллаху, чтобы вот эти проблемы, эти трудности, чтобы они прошли, чтобы им было легко, хорошо, спокойно, комфортно, они обращаются к Аллаху. Это хорошо. Но при этом они не выполняют обязанности перед Аллахом. А обязанность перед Аллахом, Субханаху ва Тааля, про это сказано в начале аята. Это поклонение одному Аллаху и больше никому не поклоняться. Это выполнять то, что Аллах Субханаху ва Тааля приказал. Это оставлять то, что Аллах Субханаху ва Тааля запретил. И много людей, к сожалению, очень много людей не выполняют обязанности перед Аллахом Субханаху ва Тааля, а для себя просят. Для себя просят. И это даже с точки зрения морали, это некрасиво, это неэтично. А обязанность на каждом из нас – это выполнять права Аллаха Субханаху ва Тааля, Его повеления, остерегаться Его запретов. А после этого уже вызываешь с дуа. Второе. Дуа, мольба – это поклонение. Дуа, мольба – это поклонение. И поэтому Аллах Субханаху ва Тааля научил нас говорить: «Ияка настаин». Только у тебя одного мы просим о помощи. Мы только у тебя просим о помощи и больше ни у кого не просим. Категорически запрещено делать дуа кому-либо или чему-либо, помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. Если кто-то обращается с дуа к чему-то другому, это будет поклонением идолу. Это будет поклонением идолу. Вместо Аллаха Субханаху ва Тааля. Да упасет нас Аллах Субханаху ва Тааля от подобного. Третий пункт, третий важный вывод. Мы нуждаемся в помощи Аллаха. И в первую очередь мы нуждаемся в помощи Аллаха, чтобы должным образом выполнять первую часть аята. Про что там говорилось? Только тебе одному мы поклоняемся. Мы нуждаемся в помощи, в руководстве, в наставлении, чтобы поклоняться одному Аллаху Субханаху ва Тааля. И то, что мы мусульмане, альхамдулиллях, то, что мы изучаем Его книгу, то, что мы изучаем Его Писание, изучаем смыслы суры Аль-Фатиха, то, что мы живем по Его заповедям, то, что мы делаем, то, что Аллах Субханаху ва Тааля приказал, то, что Аллах Субханаху ва Тааля запретил, мы оставляем. И это, ребята, это не наша заслуга. Это милость, которую даровал Аллах Субханаху ва Тааля, и мы обязаны, должны еще больше просить этой милости. Четвертый вывод. Человек, он слабый. Человек очень слабый и постоянно должен взывать к Аллаху Субханаху ва Тааля, прося помощи. И поэтому мы постоянно, много раз в день читаем эти аяты. Читаем эти аяты, даже если будем выполнять только обязательные намазы. Это самый минимум. Это минимум для каждого мусульманина. Фарды. А есть еще дополнительные суннаты, да, есть еще другие намазы, которые мы выполняем. Но самый минимум. Сколько раз в день мы читаем суру Аль-Фатиха? Самый минимум 17 раз на протяжении всего дня. То есть постоянно, целый день напоминаем себе. И кроме фарз намазов есть еще суннат намазы. Есть навафиль намазы. Также надо читать суру Аль-Фатиха утром. Также надо читать вечером. И постоянно на самом деле мы себе напоминаем то, что мы поклоняемся одному Аллаху Субханаху ва Тааля. И постоянно
мы себе напоминаем то, что мы должны просить у Аллаха Субханаху ва Тааля, и постоянно мы просим у Аллаха Субханаху ва Тааля. Мы очень слабые, мы нуждаемся в помощи Аллаха. И пятый вывод, который мы упоминаем, но выводов очень много, это тот, который мы упоминаем, то, что Аллах Субханаху ва Тааля, Он, конечно же, отвечает на дуа. Он отвечает на дуа. Аллах Субханаху ва Тааля, когда его раб просит у него, Он отвечает. Он отвечает на наши молитвы. И поэтому Он научил нас делать дуа. Аллах Субханаху ва Тааля, Он не просто отвечает на дуа. Наш Господь любит, когда мы у Него что-то просим. Наш Господь любит, когда мы к Нему взываем. Надо чаще делать дуа, надо чаще взывать к Аллаху Субханаху ва Тааля. И о чем же мы должны просить у Аллаха Субханаху ва Тааля? О чем мы просим у Аллаха Субханаху ва Тааля в этой суре, в суре Аль-Фатиха? Вторая половина этой суры, помните, это что? Это дуа, это дуа. И про это говорится в следующих аятах. Инша Аллах, про них будем говорить на следующих уроках. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.